Сереж, ты хотел в поход сказать пойти, не пошел что-то. Как? Сначала надо мышцы размять, натренировать, чтобы они не отказали. Поэтому ты сегодня впереди меня на стадион, да? А не ты за мной? Я за тобой, да? Вдруг волки тут нападут. Что делать будешь? Ой, не спрашивай. Поэтому лучше Я приятно. понимаю, что бежать бесполезно. Все равно догонят. Молодец. Может кричать, Ну, можно. стоять на месте. А вот и след какой-то интересный. Без человека в лес уходит. Да. Это может быть волчьим следом? Запросто. Я говорю, след достаточно шаг широкий. Широкий след, широкий. След достаточно крупный и без человека, и в лес шурует. У нас обычно крупные собаки, они все с хозяинами гуляют. Да. Ну, будем считать, что я тебя охраняю. До кучи разминаюсь. И свежим воздухом дышим. Хотел волком напугать, но у него хвост кверху. А у волков нет? У них прямой. Видишь, как у этой собаки след какой намного мельче. Пожалуйста, ручку. Ну, что говорит батьковна, классно в гости ходить в другой конец поселка, когда у нас эти волки бегают. Да ничего вроде бы. У Да. меня же есть ты. Ну, я пару молотков взял с собой. Так что я кидаю тебе камеру в руки. Если что, нам сквозь лесок сейчас проходить, где вон там волки там бегают. Не говори. Мне как сказали, возле работы нашей волк был. Прямо, да, возле калитки сказали. Прямо Страшно что-то, да. в упор подходил. Это уже поселок, это не окраина, это поселок. Я-то мышцы растягивал, тогда-то откровенный след был, волка Следы, был. да. А сейчас мы мимо этого леска пройдем, где-то волков наблюдали. Ну, хорошо, что ты пришел. Мне бы страшно одной было идти. Ну, куда деваться? Ну, вон сейчас в гостях была, мне тоже сказали, что там вот волки, говорит, у нас зачастую, говорит, возле дома это проходит, ну, следы видны. Кто-то видел волков, кто-то следы. А что говорят, что тот, который показался, вроде того, прикончили? Ну да, сказали, что вчера его видели, ночью его, вечером его ранили, сегодня добили. Добили там, где мы с тобой тренируемся. Рядом со стадионом. Ну, спасение рук утопающих, дело рук самих утопающих. А то Что-то мне, знаешь, не знаю, это последний волк, который гулял, или первый, которого добили. Но что-то страшновато. да ладно. По крайней мере, я столько раз с ними сталкивался, что все время уходили. От меня, по крайней мере. Ну, одно успокаивает, что днем они все-таки не выходят. Сейчас поздний вечер, ночь почти. Почти ночь шутишь. Хорошо, что ты меня пришел встречать. Ну, понимаешь, жениться в другой раз как-то накладно. Там шубу снова покупать. Да компот, а я уже не работаю. Лучше сохранить эту жену, да? Да. В Йоге, когда загрызли, там полицию вызвали с автоматами, охотников каких-то. Тут у нас народ попроще. Увидели, уничтожили. И пристрелили. Да. Молодцы, ребята. Моя виртуальная благодарность. Молодцы, ребята. Наш дом вообще рядом с лесом. Не то что с лесом, а рядом с тем местом, где они все лето бегали. Так что проход ночью по поселку, ну, в темное время суток, вечером. Так интересно. Адреналин играет. Ну, я бы постучал, конечно, по их башкам. А ты взял чем стучать-то? У меня 2 молотка.
2 руки, 2 молотка. Я говорю, камеру тебе, молотки мне в руки, и я бы начал развлекаться. Одну дырку в голове сделал, вторую сбоку. Ничего. Так, вот здесь позавчера видели волка. А мы тут за сколько? За 50 метров живем. Да. Нормально. Красота. Слушай, как ленивому товарищу российскому, нафиг я молотки брал, а? И не встретил этих волков. Даже как-то обидно. Но вечерние прогулки такие интересные стали. Бандиты где-то бегают. У нас, наверное, не бегают по одной простой причине. У нас волки бегают. Конечно. Ну ладно, давай, Оль. Ну расскажи, что там? Сейчас вот Ольга говорит, мы, говорит, с тобой поговорили, потом где-то около 11 она возвращается с гостей домой, заходит домой, и в группе, говорит, у меня телефон начал пиликать, я зашла, а в группе Благоева пишут, говорит, волка видели возле Дружбы 15, потом возле Дружбы 2, и говорит, Дружба 5, и он вот так по поселку гулял. Это мы мимо волка прошли, по сути дела? По сути дела, да, в это время где-то мы с тобой, ты меня встретил, и мы с тобой шли домой. В это время он где-то вот шлынтал по поселку. Да он рядом был. Дружба 15, Дружба 12, это рядом. Да. Кошмар. Сереж, может, не пойдем на стадион? Пойдем. Кошмар, что-то мне вообще страшно. Пока не знаешь, не страшно, но когда вот это Когда рассказывают... знаешь, тогда наоборот хорошо. Можно подготовиться. Сейчас молоток возьму, подумаю. Я-то к чему подготовлюсь? Господи. Да. Хорошо, что ты хоть со мной идешь. Ты мое оружие. Фу. Ты не знаешь еще такое. Я тебя впереди себя. Ну как тебе этот след? Обалдеть! Сережа, вот наш дом. Да. Вот наш дом. Да. И оттуда идет вот этот след волчий. Офигеть! Так, смотри. Вчера увидели на Дружбе 15. То бишь он дал круг вокруг поселка. И вот круг дал, и вот вернулся снова в этот лес. Говорят, что тут якобы их логово где-то было. Видели? Да, по-моему, уже не первый год. Да. Ну, офигеть. И следы-то вот большие ведь, вот смотри. Нормальный след. Это у меня сапог какой? 43-й размер? Да. Ну, вчерашний след. Сантиметров, 10-то чуть-чуть, наверное, не будет в ширину. Так поздоровше. И обратно в лес потопал. За стадион. Страшно на улицу выходить. В сумерках, в темноте. В сумерках, да, в темноте. Он в темноте вчера обошел. Ну, я говорю, редиска какой-то волчара. Мы где-то рядом прошли, а он, гад, на камеру не захотел попадаться. Думаю, что он нас взглядом провожал. Приятно. Так, ну что, тренировка закончилась? Да, пошли. Охрана тоже закончилась? Да. Пошлите, мадам. У меня подозрение, что это пара прошла, причем, вон, смотри, разделился след. Один туда пошел. Нифига. Я тебе говорю, что это запросто, что не одиночка была, типа пара. Думаешь? Да, что тут думать-то? Вон они сходятся, расходятся, лапы разные. А вот тут точно видно, что О. Вот, смотри, Целая следы. толпа. Да. Там вот вроде бы, может, и один, но тут точно двое. Двое. 2 волка. Осенью, когда собаку на видео задрали, тогда 3 волка было. Да. Ну, одного вот подстрелили. Что подстрелили, говорить не будем. Когда в Йодве там загрызли девочку-то, там в полицию обратились, охотники с Сыктывкара приезжали или откуда. А тут появился, на, получай, гад. Ну, наглые, это на кого охотятся они, а? Ну, в первую очередь, наверное, на собак все-таки.
Что-то у меня подозрение, что собаки стали в бронированных этих конурах держать. Вчера-то мы шли, там гавкали вечером. Ну да. А кто сказать, гавкали, а потом перестали гавкать. Мне кажется, они просто убежали дальше. Ну что, спортом-то будем заниматься? Вдвоем. Ну, я вот молоток-то тоже взял. Как думаешь, с молотком я имею опасность для волка или нет? Нет. Почему? Вот была бы кувалда, может быть. Молотком можно действовать быстро, раз. Во-вторых, я буду бить только по голове и по носу. Во-вторых, если знаешь повадки волка и элементарные правила борьбы, то бишь я от центра, как он кидаться будет, я от центра-то уходить буду, то бишь его сбивать буду. Ты так рассказываешь, прям это. Я, например, даже представления не имею, как я буду действовать. У тебя ситуация простая. Я тебе даю камеру и становись сзади меня и снимать. Твоя задача снимать. Даже не уговаривай. В каком смысле? Ты чё? Рядом Ну, с а я волком я буду- бы... О, да, конечно. Ну ты-то сзади будешь. И что? Ну интересно посмотреть. Нет, даже... Когда это потом увидишь? Не, Сережа, мне жизнь дороже. В каком смысле? Я буду, ты чё, ради съемки я буду рисковать своей жизнью. Так, а ты что предлагаешь? Убегать, что ли? Убегать нельзя. Тебе ничего не остается, как только снимать. Да, конечно. Я тебе скажу, снимай, пожалуйста, Лариса Батьковна. Сережа, не смеши меня. Нет, а я поразвлекаюсь. Блин, ты чё? Ха, Я надеюсь, ты пошутил. Нет, не серьезно. Я не смогу даже. У меня и руки, и ноги, и все. У меня желудок внутри будет трястись. Ну ладно, я буду стучать по волкам и командовать тобой, делов-то. У нас не совсем матриархат. Стать, лечь, отжаться, снимать. Все будет окей. Да.